В 2015 году, незадолго до того, как к вам пришли в дом с обысками, и когда вы были в Киеве, вам говорили: Ахтем, не едь в Крым. Но, тем не менее, вы поехали. Да? Почему вы вернулись все-таки в Крым, и не жалеете ли вы о том, что вы тогда, в 2015 году, все-таки из Киева поехали в Крым? Ну, вообще, я по характеру человек такой, что все, что слагательное, я как бы к этому отношусь скептически. Поэтому, когда мне Мустафа сказал, да, действительно, я был в Киеве, как раз с Порошенко встретились, и он мне сказал, что тебя арестуют. Я сказал: Мустафа, да, может быть, но что я потом людям скажу? Вот я сейчас искренне вам говорю, я так чувствовал. Я сказал, что я людям должен сказать, что меня могут арестовать, и я теперь не приеду домой. Я говорю, я так не смогу. Да, люди поймут, люди что-то как-то объяснят мой поступок. Я себе что скажу? И я, когда приехал на границу, та нейтральная площадка, где одни выезжали, другие заезжали, там было несколько моих соотечественников, увидев, что я на машине подъезжаю, выбежали и сказали: Ахтем ага, ты что делаешь? Там, говорит, только о тебе и говорят. Там все ждут, что если я появлюсь, меня возьмут. Я не скажу, что там мне все равно это было, но во всяком случае бегать я точно ни от кого не собирался. Поэтому тут я и сейчас, когда говорю, что я поеду домой, я не исхожу, что я хочу какие-то эксперименты проводить. Это мой дом. И где бы я ни был, и мы так воспитывались. Январь 2015 года, когда к вам домой пришли с обысками, когда вас задержали, собственно, вы ждали этого? Нет, вот те переговоры, встречи, которые со мной происходили в Крыму, и даже несмотря на то, что они все оккупанты, я имею в виду, оккупационные власти, несмотря на то, что я четко выражал свою позицию по разным направлениям, и по отношению безопасности проживания крымских татар, и по тем методам, которые они применяют, и взагалі по той ситуации, что Крым оккупирован, да, и нарушена территориальная целостность Украины. Я четко выражал свою позицию, а потом, когда я выезжал, я подтверждал встречами, заявлениями, деятельностью своей за пределами Крыма в Украине, либо там в Турции, либо там с европейскими послами. Я, конечно, понимал, что так они меня долго вот так свободно вести не позволят. Правильно ли я понимаю, что до вашего ареста в январе 2015 года с вами велись вот эти переговоры? Кто их с вами приводил? Как происходили эти встречи? И что вам предлагали? Вам угрожали? Или это были какие-то вот предложения? Ну, переговоры приезжали из администрации президента России. Это и бывший представитель президента Белавинцев, и начальник ФСБ Палагин, и замы его, и Аксенов. Все пытались, тогда еще был Тимиргалиев тоже, все концентрировались как бы на переговорах со мной. То есть с этими людьми вы лично общались? Конечно, конечно. Я всегда говорил, и потом тоже говорил, и сейчас подтверждаю. Я не боюсь с кем-то встречаться. Главное четко показать позицию не только свою, но и тех, от имени кого ты говоришь. Я зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа. Я и в тюрьме сидел 3 года в этом статусе. Мне не приходилось говорить или
сидеть или там вести переговоры от имени просто там человека Чигоза Ахтема. Поэтому я встречался для того, чтобы они с первых уст слышали, потому что уже Чубарова и Мустафага депортировали. Я никогда не думал, а вот надо идти, не надо идти. Я считал, что надо идти в лицо говорить. Врагу надо в лицо объяснять. Что вам предлагали? Какие-то конкретные предложения поступали по отношению к вам или к Меджлису? Это настолько банально было, что я даже иногда говорил, вы, наверное, меня плохо знаете. Вам недостоверную информацию там ваши спецслужбы Ну что, дают. деньги предлагали? И деньги, и должности. Вот настолько это все банально было. Ну, может быть, потому что некоторые уже купились на все это. И обычно, если кто-то покупается на это, то все эти спецслужбы думают, что, или как тогда выражались, все продажны, только вопрос цены, да? Поэтому я к этому относился без эмоций. То есть, я даже не обсуждал это. Я обсуждал другие вопросы. Я говорил, что есть сегодня вот такие вопросы. Ахтем Ака, скажите, вот когда вас задержали, когда у вас были обыски, когда вас уже посадили в тюрьму, фактически началось это дело, да, дело 26 февраля, когда вас обвинили в том, что смерти нескольких людей во время митинга 26 февраля на ваших руках, якобы, да, по мнению российской прокуратуры Крыма. Вот тогда переговоры также с вами продолжались, что мы вам дадим свободу, только вот дайте нам это и это. Ну, во-первых, обыск был, меня задержали вечером, а обыск был утром. И тот беспредел, который происходил у меня дома по отношению к моей супруге, вот больше вот это вот унижение меня беспокоило, нежели там они явились, никто их не боится, эти черные маски, злые глаза и там какие-то там автоматы. Это все, грубо говоря, фарс, который им самим как бы доставляет удовольствие. Меня когда задерживали, я вообще-то думал, что меня похищают. И когда они зашли, я же в кафешке был, там кофе напротив там здания СБУ бывшего. И когда вломились там 5-6 здоровых ребят и без опознавательных знаков в масках, и сказали, что чтобы я с ними прошел, я сказал, представьтесь, там все-таки люди какие-то были. Они сказали, мы потом тебе все покажем. И меня вывели, и сразу этот микроавтобус, весь затемненный. Ну, что мне оставалось? Я прочитал одну молитву про себя, и чтобы не показывать, что меня как бы так сильно беспокоит, что происходит, я просто молчал. Меня минут 40 катали, где-то что-то, я, конечно, не видел, у меня на голове, а потом этот мешок, а потом меня куда-то в подвал привезли. Вот тогда я понял, что я попал в здание СБУ, бывшее, в подвале. И я для себя вывод сделал, я же знаю, что это было напротив 5 метров от этого кафе, ну там 50 метров. Я понял, что что-то не срослось. Видимо, им команду дали не трогать, ну, не убивать. И после допроса предварительного меня как бы под камеру, как будто вот сперва одели мешок, вывели через двери, основной вход, но не на улицу, а там есть такой тамбурчик вот туда. А потом, значит, снова заводят, но уже без мешка и в наручниках, но уже не сломав там за руки, да, за спину. И это они снимали. Я тоже сделал вывод, что они должны туда дать отчет, потому что в Крыму в тот период и сейчас, что самое опасное, все исходит из революционной целесообразности. То есть ни законы, ни там какие-то просто
логические какие-то вещи, да, там суды нет. Там есть банда, которая называется, там, предназначена грязные дела делать, и власть может иногда вмешиваться, иногда не вмешивается, и вот пропадают наши ребята, и потом, значит, с концами, как говорится. Для А во время видеокамеры, для допроса- картинки вас Да, без да. мешка на голове. Видимо, с Москвы дали команду, иначе зачем этот цирк устраивать? Показали, что я жив-здоров. Вот. И, Ахтем Ага, скажите, а вот при пытки, допросе, угрозы, это все на допросе? я сейчас скажу, вот допрос, когда мне сказали, что вот за события 26 февраля, я вообще меньше всего об этом думал. Я предполагал, что они там что-то ковыряют, что-то ищут, мне это намекали, мне это говорили, и там в представительстве президента их с ним говорили. Но я вот точно знал, что мне перед кем за что-то там бояться. Но когда 26-е вот выкатили, я даже следователю сказал, ну, посмотрим, как все это срастется. Начальнику вот этой особой группы, да. И поэтому меня первые полгода вообще практически не трогали. То есть в СИЗО я находился, и меня никуда не вызывали, ничего не делали, потому что я понимал, что они лихорадочно ищут, что ж туда пришить-то. Угрозы, пытки физического характера могут быть во время задержания или этапирования, как мы это называем. Этап, у нас бытовало мнение, что этап в СИЗО – это уже пытка. Когда ты находишься там, таковы помещения, это не новая построенная же тюрьма, СИЗО. СИЗО само по сути – это элемент пытки, когда человек находится годами в изоляции, не имея возможности общаться с внешним миром, и это вот элемент ломания, чтобы ты уже потом, когда следователь к тебе пришел, никто раньше 2-3 месяцев практически не появляется, и по другим делам тоже. То есть ты вот эти 2-3 месяца, там, полгода, там, как в моем случае, или там вот как в случаях с ребятами, тебя просто там прессуют, вот, морально прессуют. Ты никуда не выходишь, там сложные условия содержания. Ахтем Ага, а какая у вас была вот камера? С кем вы находились? Это была одиночка или у вас были какие-то соседи, новые уже знакомые за эти полгода первые? Насчет знакомств это вообще сложно. Опять-таки все изолировано. Если во время этапа, там, когда в автозак закинут 15-20 человек, это еще успеваешь, а там разный контингент. И вот так быстро сойтись с кем-то это невозможно, да и толку. Ты его потом, может, вообще и не увидишь, потому что слишком изолировано все. Камера, двухместные, но разные были у меня. Там, я и в камере ПЖ посидел. Это как бы меня вот сперва держали в двухместной камере, но все время под наблюдением ФСБ. То есть вы один там были? Вдвоем был. Вдвоем. С человеком, который имел статью за умышленное убийство. Потом, значит, там им не понравилось, видимо, что я никак не реагирую. Меня кинули в ПЖ, потом с ПЖ кинули на яму, то есть в карцер. И тогда я объявил голодовку. У меня был разговор с бывшим начальником тюрьмы, очень серьезный разговор. Я сделал ряд заявлений. Потом меня оттуда на спецпост кинули. Это там 4 камеры, 4 или 5 камер двухместных, но отдельным блоком стоит. И там первое время вообще патрулировал спецназ. То есть там наверняка содержали особо опасных? И сейчас там, это спецпост называется, это и еще в тюрьме при особом режиме еще особые места есть. Потом меня перевели уже вот последний год, перевели на 4-й этаж. Там уже было попроще, когда сравниваешь со всеми этим. Конечно, все там достаточно натянуто, это попроще, но уже получше.
А какие условия, вот бытовые условия, от умывальника до постели, да, посуда какая была, как кормили? Когда ко мне приехал француз, этот зам, как он там, С миссии Жак, ООН, да, да. Совета Европы, да? да. Миссия Совета И Европы. он приехал, и, значит, меня к нему вывели, он сидел с двумя прокурорами местными, и, значит, переводчик, я говорю, а переводчик чей у него, спрашиваю. А он говорит, вот они мне дали. И я все понял. И вот это меня сразу разозлило. То есть, что бы вы ни говорили, перевести могут как угодно. Ну, то есть, нет, даже не это. Я там, допустим, разберусь, я не владею в совершенстве с английским, но из себя делать там куклу я никому не позволю. Я найду возможность, если не словами, пальцами объяснить, что я хочу. Тем более оказалось, что он еще по-русски немного сам понимает. Меня поразило то, что весь народ в Крыму, крымско-татарский народ, граждане Украины, ждут, надеясь, что мировое сообщество будет реагировать и все-таки посадят на место этого, значит, взорвавшегося диктатора, что тех местных коллаборантов, которые не гнушатся кровью людей, да, поставят на место, спрос будет с них. А тут приезжает человек, который уже видно с первого взгляда в контакте вот именно с этими коллаборантами, преступниками. И он мне говорит, я приехал, значит, спросить, как вы себя чувствуете и в каких вы условиях живете, находитесь здесь. Я говорю, мы об этом разговаривать не будем. Меня это меньше всего беспокоит. Я хочу говорить о том, что меня не просто незаконно здесь держат, а здесь меня держат для того, чтобы запугать весь мой народ и принудить согласиться с тем бесправием и беззаконием. Он говорит, я политическими вопросами не занимаюсь и так далее. Меня это сильно вывело из себя. Я перешел буквально на такой жесткий с ним диалог. И он понял, что он от меня просто так не отвяжется. И я, когда этот стал переводить, я его оборвал, переводчика этого. Потом, значит, он понял, что это не та ситуация, когда пришел, тебе поплакались, и, значит, все ты там записал, а потом где-то там в Европе сказал, да, вот там плохие условия, людям тяжело. Разговор пошел в другом русле, в жестком, и тогда он у меня спросил по-русски. Вас не беспокоят прокуроры, которые здесь сидят? Может быть, нам один на один поговорить? Я сказал, я их не боюсь. Это те, которые как раз меня посадили и преследуют эту цель, это исполнители. Я хочу при них разговаривать. И они были настолько возмущены, они иногда говорили, один из них говорил, Ахтем ага, ну это ж не совсем, не так. А другой говорил, Ахтем Зитулаевич, ну вы слишком там загнули. Если я что-то там рассказывал, что на самом деле происходит. Но в любом случае, надо сказать, что он потом встал, мы прощались, значит, он сказал, он записал ряд тезисов, а потом пожал мне руку и говорит, что он восхищен мужеством. Ну, я для себя сделал вывод, что хотя бы в какой-то вот доле, да, я сумел добиться. Поэтому и кто бы потом ко мне, и Лутковская, когда приехала, там, в присутствии генералов, говорит, как вы себя чувствуете, Ахтем ага? Я говорю, мы об этом разговаривать не будем. Оно, СИЗО есть такое, какое есть. Ну, что рассказывать? Бытовые какие-то особенности, Ну, это нету все там, для вас на втором, на третьем конечно, плане. ну, Скажите, вы были изолированы от общения с близкими, конечно, в первую очередь, с людьми, да, это такой момент, что все равно же нужна была какая-то информация. Вот был ли у вас мобильный телефон? Мы же понимаем, что вот иногда удается договориться, и у заключенных, да, есть мобильный телефон, интернет, телевизор, газеты ежедневно. Откуда вы узнавали о новостях, о том, что происходит в Крыму, в Украине, в России, в мире?
связь при всех, значит, ограничениях в при определенных возможностях у общих сидельцев есть. Ну, конечно, она скорее, скажем так, для связи там, с родственниками. Попытка, спасибо, значит, тем, кто помогал мне на время давать пользоваться. Но все, что ты успевал, это связаться с близкими и узнать здоровье. Если только происходил какой-либо звонок за пределы, ну, это шмон, причем такой жесткий, все прослушивалось, все отслеживалось. Там есть, конечно, некие такие уже внутренние хитрости, но вот в том объеме, в каком бы возможность хотелось бы, ее не было. У меня супруга и мой адвокат, это были мои ретрансляторы, и через них я понимал, вот я, например, смотрел российское телевидение, да, и там встреча, допустим, с Эрдоганом, или там встреча с какими-нибудь там посланцами в Москве у Путина, да, там. Я остальное все вот как бы старался либо по опыту понимать, что на самом деле происходит. Или, например, Украину ругают. Вот они, там, полиция обсуждает. В радио опять там подрались, да? А потом Думу показывают. Я говорил, так лучше пусть дерутся, чем сидеть с таким дебилизмом в этой Думе. То есть вы анализировали все новости, Ну, которые доходили к вам. Да. Ваши звонки были к вашей супруге? Ну, пока мама живая была, я через день разговаривал с мамой, через раз, и с отцом, с супругой. Я очень беспокоился, потому что особенно какой-то период за ней следили, и я чувствовал угрозу ее жизни, потому что она смелая женщина, она очень регулярно приходила в СИЗО, я очень ей благодарен. Ну, так иногда мне удавалось связаться с нашими здесь, в Киеве, и выяснить. У меня когда спрашивали, как там, как ты, я говорил, это не важно, что происходит, как достаточно ли ведется здесь работы для деоккупации Крыма. И пытался говорить о том, чтобы донести до них, что есть некоторые такие моменты, кроме меня никто не мог дать сюда. Например, вот так называемое дело Хизб ут-Тахрир. Я их видел там. Я с ними общался, ну, в Кальдорах, да, в Продолах. Мы к этому еще придем, Ахтем ага. И я хотела, конечно, вот вы вспомнили про свою маму. То есть у вас были свидания в СИЗО, когда она еще были возможности встретиться, когда она была здорова еще. Но потом был момент, когда она совсем слегла и очень просила о встрече с вами хотя бы на 5 минут. Когда вам все-таки, несмотря на то, что адвокат просил... Можно водичку? Водичку, пожалуйста. Олечка. Когда ваш адвокат просил о встрече, о том, чтобы вам дали день-два для того, чтобы побыть с вашими родными, с вашей мамой в первую очередь, ответа позитивного не было. Но очень внезапно, спонтанно, в день суда вас на 10 минут все-таки допустили к вашей матери. Это, вот этот шаг, это был ответ на просьбу адвокатов. И о чем вы тогда в эти 10 минут, которые вам дали, всего лишь 10 минут, успели поговорить с вашей мамой? Один раз я где-то уже первые полгода отсидел, даже, по-моему, больше, месяцев 8. Я вообще был лишен возможности. Первый раз я жену увидел, допустим, через 4 месяца, что ли, не давали разрешения. И когда я маму с отцом увидел, я, конечно же,
был... Меня больше это беспокоило. Но они сказали оба мне: тебя мысли твои погубят. Отец мне сказал: разберись с мыслями, о нас не думай. Мы знаем, за что ты здесь, и ты достойно должен пройти. Больше я их не видел. Потому что условия свидания в СИЗО – это тоже своего рода пытка. Особенно для мамы, у которой очень давно болели ноги. И когда мне не говорили, что она болеет тяжело. Я иногда, когда с ней разговаривал, она говорила: просто ноги болят. То есть вы не знали о ее болезни? Нет. Я, конечно, считал, что ноги болят, значит, у меня есть шанс еще отсидеть. И по возрасту она не такая старая была, что я все-таки увижу ее. Но когда уже все, видимо, сестра моя и жена не смогли скрывать, это она уже год болела. И я стал говорить суду, чтобы мне дали возможность встретиться. Все-таки это Верховный суд. Так вот, цинизм, называемый аннексия, нужно правильно обозначать эти вещи. Это террор. Мне трижды Верховный суд отказывал в любой форме